Тундру коми взяли очень важную и нужную в кочеве часть домашнего уюта – железную печку, которая совершила, если не революцию, то существенно повлияла на изменения в питании. На печи можно было приготовить и согреть пищу, высушить намокшее белье и согреться. К тому же, печь намного безопаснее, чем открытый огонь в очаге. Основные блюда коми-оленеводов, как нетрудно догадаться, традиционно состоят из оленьего мяса, дичи и рыбы. Олень составляет смысл жизни оленевода. Оленина часто используется в пищу, в жареном и вареном видах. Употребляется оно и в соленом, и в копченом, и в сушеном видах. Часто оленеводы готовят жаркое. Нарезанные кусочки мяса варят в небольшом количестве воды, добавляя соль. Иногда смешивают с макаронами. Получается вкусное блюдо, похожее на гуляш. Своеобразным блюдом является хайна. Это оленье мясо, нарезанное на небольшие куски и обжаренное на сковороде или прямо на железной печке. Во время ямдания и охраны оленьих стад особо ценилась вяленая или сушеная оленина и рыба. Ижемцы в зимнее время едят строганину, которую называют по-коми кын-яй или айбарщ по-ненецки. Когда ямдают, переезжают с места на место, особенно зимой. Хоть как бы ты не замерз, нужно сначала поставить чум, приготовить еду. Первое блюдо – это мясо замороженное. И сердце, и почки едят, а легкие это не едят. Истинные ижемцы, в отличие от ненцев, не пьют оленью кровь. Ижемские оленеводы при забое оленей в тундре выкапывают небольшую ямку в земле, укладывают в нее шкуру шерстью вниз и сливают туда кровь. Однако те, кто постоянно контактирует с ненцами, не могли не попробовать кровь оленя. Богатую витаминами оленью кровь рекомендуют пить больным. Из оленей крови пекут кровяные блины, вираблин. Пекут на масле, а когда имеется в наличии, то и на оленьем жире, карвый или карчаг. Когда блины пекут прямо на печке, поверхность печки обрабатывают солью. Это как дезинфекция. Распространенным мясным блюдом является суп из оленины, яя-шид, и дичи, утка-шид, утки, гуся. В качестве заправки супов используется крупа сечка или мука из ячменя. Позднее стали добавлять картофель. Измельченное мясо из бульона подают как отдельное блюдо, а бульон пьют. Поэтому среди ижемцев в ходу такое выражение, как «шит-таю» – «пей суп», в то время как остальные коми говорят «шит-тащой» – «ешь суп». В пищу идут также другие органы и части оленя. Готовят блюда и из головы. Челюсть олененка прожаривают в печке. Печень и язык жарят на печке. Некоторые солят оленью печень в баночке, как скоросолочка. Вымытые кишки идут на жаркое, а большую брюшину отдают собакам. Из голов и ног животных часто готовят студень, который оленеводы называют кишель или джеран-кишель, желейный кисель. В пищу идут также молодые отростки оленьих рогов. Они называются панты или мора. После обжарки на огне их перед употреблением немножко солят. В рационе коми-оленеводов часто присутствует рыба, выловленная в реках, озерах или на побережье моря. Из рыбы варят уху, ее солят и квасят. Для ухи считается самая лучшая жирная красная семга или белая, сиг, зельдь, хариус, пелядь и другие рыбы. Камбалу и навагу некоторые тоже не считают за рыбу. Наиболее вкусной рыбой считается омуль. Щуку употребляют в жареном виде, так как она имеет много костей. Щуку засаливают, соленую варят и едят ее с луком и растительным маслом. Из рыбы готовят даже салат. Он называется неся или мачка. Отварную рыбу мельчат, добавляют горячий кипяток, дикий зеленый лук, растительное масло, горчицу. Едят такой салат, макая в него хлеб. Для длительного хранения рыбу засаливают, замораживают или ферментируют. Для ферментации рыбу засаливают и оставляют, если летом, на солнце, а зимой заносят в теплое помещение. Рыба считается готовой, когда у нее появляется специфический запах. Ижемцы такую рыбу называют как тундраса-черри, рыба из тундры, кардор-черри, оленеводческая рыба, или шома-черри, рыба с душком. Большинству такая рыба известна как рыба печорского засола. Из-за стола в чуме принято выходить в сторону выхода. И совершенно нельзя переходить за печкой, где хозяйки держат икону, посуду и пищу. Гостя следует проводить из чума. Бурморца коляданы, чтобы на штановоис, а лёгсе, чтобы не нам изну. Хорошего человека провожают, чтобы еще раз пришел, а плохого, чтобы ничего не унес. Специфическое питание коми-оленеводов сохраняется, хотя и в рацион постепенно входят продукты, купленные в магазине.
Чаще всего такие продукты покупают с большим сроком годности. Тем не менее, мясо, рыба и дикоросы в определенное время кочевья занимают основное положение. Вот рассказать-то о еде комьижемских оленеводов рассказал, но лучше вам постараться самим попробовать такую еду. Я, например, ел все из сказанного. Больше всего мне понравились блины на печке с маслом. Ложечкой пробуешь морожку, закусываешь блинами, запиваешь свежезаваренным иван-чаем. Как вкусно!